Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вас ознакомить с великим казахским поэтом, просветителем Абаем Кунанбаевым. При изучении языка любой метод хорош, в том числе и чтение книг. Изобразительное чтение развивает речь, помогает избавиться от акцента, исправить произношение слов, увеличить словарный запас, излагать свою мысль. Если вам интересен мой канал, подписывайтесь и ставьте лайк. Впереди вас ждет много полезных и познавательных уроков. Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді бүгін қазақтың ұлы ақыны және ағартушысы Абай Құнанбаевпен таныстырғым келеді. Тіл үйренуде оқу өте маңызды рөл атқарады. Ол адамның сөйлеу мәнерін, акценттен құтылуын, сөздік қорымызды көбейтуге өте көмектеседі. Настоящее имя Ибрахим. Родился 29 июля 1845 года и умер 23 июня 1904 года. Жил он 58 лет. Великий Абай Кунанбаев – великий поэт и переводчик, который первым использовал шестистишие и восьмистишие и был очень почитаем среди казахского народа. Огромное количество времени он посвятил изучению русского языка. Абай стремился к тому, чтобы культура его народа сблизилась с русской культурой и хотел, чтобы этот великий язык больше изучали на его родине. Биографию Абая Кунанбаева следует начать с того, что родился будущий великий поэт в Казахстане 29 июля 1845 года. Он рос в аристократической семье. Мальчик обретал новые знания в русской школе и в Семипалатинском медресе. Когда он учился в первых классах, в нем начала зарождаться любовь к литературе. Ее в нем воспитала бабушка Зире, которая вызвала внука Абаем, а также мать Улжан, от которой мальчик унаследовал любовь к шуткам. Они обе раскрывали Абаю все богатство устного народного творчества. Когда Абаю исполнилось 13 лет, отец начал приучать его к обязанностям главы рода. Но уже к 28 лет Абай перестал заниматься этим, посвящая все свое свободное время творчеству. Отроческие годы жизни поэта были наполнены обучением. В это время Абай стремился постичь ораторское искусство, а также больше узнать от людей об обычаях и правилах, по которым жил его народ. Он слушал от сказителей акынов народную поэзию. Таким образом он начал сочинять свои стихи, перенимая их опыт и умения. Первые стихотворные строки, в том числе и первый из шедевров под названием «Лето, солнечная пора», он опубликовал не под своим именем, а под именем своего друга Көкбая Жанатайұлы в 1889 году в газете «Дала уәлаяты». После этого он заплатил другу откупную и вернул собственное имя своему творчеству. Только к 40 годам поэт начал
создавать свои первые серьезные стихотворения и поэмы. Переводческая деятельность Абая также широко распространилась, как и сочинение лирики. Он писал и поэмы, в которых преобладала любовная тематика. Были в его поэмах и реалистические изображения, и элементы волшебства. В рассказах Азима и Маскут. Кроме того, сюжет его произведения Искендер другие поэты использовали в своем творчестве. В общей сложности Абай создал более 170 стихотворений, некоторые из них были заимствованы русскими поэтами. В частности, Лермонтов делал свое произведение «Горы дремлют в ночной тиши» на русский язык. Горные вершины спят во тьме ночной. Абай занимался переводами творчества русских и европейских поэтов, таким образом знакомя свой народ с их наследием. Он ввел в казахскую литературу новые рифмы, размеры стихотворений, а также создал несколько десятков мелодий, которые сохранили свою популярность и по сей день. Его исторические значения велико для казахской нации. Выдающиеся труды почитаются и современниками. Абай собрал около себя много талантливых учеников. Среди них были и его друзья, родственники и сыновья. Создавая произведения, он не записывал их, поэтому многие не сохранились. У Абая было 3 жены – Дильда, Айгерім и Еркежан, потому что в то время было разрешено многоженство. Первые 2 родили ему 10 детей. 9 из них принимали участие в Великой Отечественной войне. Из них поэт особенно выделял сыновей Акылбая, Магауя и Абдрахмана, которым передался его талант. К сожалению, 2 последних скончались от болезней в молодом возрасте. Утрата сыновей подкосила здоровье Абая. Он скончался 23 июня 1904 года в возрасте 58 лет. Изучая краткую биографию Абая Кунанбаева, можно понять, что поэт не только внес большой вклад в развитие литературы и культуры в своей стране, но и прикоснулся к русской литературе. Хочу вам прочитать стихотворение Абая Кунанбаева «Лето». Июльский день, кругом блаженство и покой. Цветут луга и тучные травы, леса манят тенистою листвой, шумит река у переправы, ауль раскинулся над синею водой. В лугах блуждает конь, далекий храп его доносится до слуха. Косях атласных кобылиц припал к воде, пофыркивает глухо. Вот вскинул шею жеребец, он дих и сух, взлетают шелестям хвосты, распугивая мух, и тонконогий сосунок ныряют к матери под брюхо. Гогочут птицы в камышах, в глазах ребят. Заполнили небо гуси, утки, в ауле ставят юрту. Труд кипит, смеется молодица, сыплет шутки. Чудесен стан ее, движения плавны и легки, умелых рук мелькают локотки. С отгонов пай торжественно спешит, в приятном настроении, себе и всем на удивление, и конь под ним то пляшет, то летит. Расселись вкруг, как на майдане старики,
шипит кумыс по пиалам. Беседы тут, веселье там, меж рук гуляют бурдюки. Мальчишка-карапуз, животик гол, пестившись в материн подоль, мясо вареного конючит. В тени березки самовар сияет медными боками, под ним ковер расшит, над ним дымок расходится губами. В шестном кругу меж тем пустеют бурдюки. Все оживленный разговор, все реже смех, все чаще споры, кивает кто-то головой, и снова смех, и вбок шутливые толчки. Бродягу ничего не весть откуда принесло, седое, как лунь, и в бороздах чело. И голос старчески уныло лебезжит, желая всем добра, скоту умножиться, молитки древние твердит, грозится баю нищетой. Коль не зовет его на той, и жалко просить кумыса, поклонные жалкие творит. Лихий табунчик во поле несется, за ним чапан, как крылья, бьется, с утра седла не покидая, летит и сам, куда не зная. Колесть и ружье, добычи быть, в прибрежных зарослях охотник, на ужин селезня старается добыть. Тут топ и гнус, тут птичий рай, спугнешь, и сотни крыль затянет свет, завесит небо. И тут уж, братец, не зевай, уходит день, влажен и тепл, садится солнце, и вечер юрты золотит, и нищий с пасохом меж юрт стоит, чему-то старчески смеется, поклоны жалкие творит. В это стихотворение Абай Кунанбаев передает всю красоту летней природы, четко описывает, как цветут луга, шумит река, жизнь аула и домашних животных, и сравнивает окончание времени лета со старческим смехом. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Спасибо за внимание!